В эфире программа «Пациент». Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы продолжим тему фельдшерско-акушерских пунктов. Расскажем о том, как налажена работа ФАПа в Гудаутском районе, какие задачи они решают и с какими проблемами сталкиваются. Забегая немного вперед, скажу, что по данным главного санитарного врача района, здоровье жителей района далеко не удовлетворительное. И по мнению специалистов, решать этот вопрос нужно начинать с укрепления иммунитета детей. Итак, обо всем по порядку. Мы уже говорили, что ФАП – это необходимое звено здравоохранения, которое осуществляет начальный этап оказания медицинской помощи в сельской местности. Спустя год после пандемии врачи отмечают, что без фельдшерско-акушерских пунктов ситуация в селах была бы гораздо хуже. О первых очагах заражения коронавирусной инфекцией ФАПы сообщали в соответствующие службы, и те, в свою очередь, принимали необходимые меры. Благодаря этому удалось спасти много жизни. В Гудаутском районе 20 сел, и во всех есть фельдшерско-акушерские пункты. В них работают 35 медиков. Афон у нас это как-то отдельно идет, как поликлиническая, вот как типа поликлиники идет. Это вот я не считаю, он как город. А в остальных у нас, значит, все укомплектовано. В больших селах по 3 человека, где-то 2 человека. И все работают квалифицированные работники. За счет них мы практически и вылезли во время ковида. Дальше во время ковида, конечно, они какую работу выполняли в период пандемии, это то, что они обзванивали очаги. Нам когда вот утром приходит количество, да, по Гудаутскому району, мы потом по селам распределяем и уже знают пофамильно, и контроль ведут те, которые на дому лечатся, то есть лечатся, они ведут уже контроль за очагом. И уже чисто у нас же были противоэпидемиологические мероприятия разработаны. Это ограничение вот всех этих увеселительных, да, свадьбы, там вот ограниченные мероприятия, да, количество там на похоронах там и так далее, соблюдение мероприятий. Вот в основном эти мероприятия они вели. Часть из них, там где по 2 человека, по 3, 2 у нас уходили в стационар работать с ковидом. Вот. А медикаментами обеспечивают, во-первых, все эти медицинские сестры, они числятся и зарплату получают в лечебном учреждении, в нашей больнице. И они, значит, всю отчетность туда сдают о работе по лечебной части, а то, что касается по профилактическим мероприятиям, то есть составление, детская перепись населения, планирование вакцин и вакцинация, это все отчеты нам дают, и мы потом уже в Минздрав отдаем. А медикаменты, то, что они заявки делают, в принципе, они все необходимое они получают. По данным переписи населения, которое было проведено несколько лет назад, в селе Приморское проживает 1019 человек, в их числе 230 детишек. Этот населенный пункт считается крупным и, конечно же, нуждается в ФАПе. Пункт здесь функционировал всегда, правда, до войны у него было отдельное помещение. После 1993 года он располагается в здании администрации села. Здесь работают 2 медсестры – Буба Гумава и Гунда Ашуба. В основном у нас с давлением, проблемы с давлением. Вот. Могут и дети к нам обращаются тоже, беременные к нам могут обращаться. Всех мы обслуживаем, как в амбулатории, так и на дому. В основном на дому, потому что есть инвалиды, которые не могут к нам сюда прийти. Есть такие больные, которые выписан им постельный режим, и мы должны их также капать на дому. Это все фиксируется в амбулаторном журнале. У нас там написано и где, кого мы на дому обслуживали и кого в амбулатории. В 2023 году пока нет новорожденных. А сколько было в прошлом? В прошлом году у нас 10 новорожденных. Для оказания первой помощи, все, что необходимо, у нас медикаменты имеются. Нам выдает больница. Первая помощь, это, то есть, если давление подскочило, да, вот мы можем сделать, у нас есть препараты, если понизилось давление, ну вот связанное вот с такими вот болезнями, то мы можем оказать первую помощь, и если ссадины, царапины, обработка ран, также мы можем оказать первую помощь.
Помещение небольшое, но мы умещаемся, говорят медсестры. Правда, зимой здесь холодно, ставить капельницы больным рискованно. Поэтому в основном мы выезжаем на дом, отмечают они. Необходим косметический ремонт и кое-что из инвентаря, а так все необходимое для оказания первой помощи есть. У нас две школы. Первая, вторая – это армянская и абхазская школа. Мы с детьми работаем тоже, то есть проводим беседы о здоровом образе жизни, что нужно сделать при уличных травматизмах, то есть первую помощь, как можно оказать, да, вот такие вот моменты мы с детьми проводим беседы. Также и с населением, то есть это у нас могут быть беременные, с беременными мы общаемся, это могут быть мамы с детьми, то есть рекомендации мамам, которые имеют уже детей, как себя вести, что нужно, да, при каких-либо заболеваниях, что нужно делать. И такие вот рекомендации мы даем не только школьным детям, но и взрослому населению. Конечно, это все плановые вакцинации мы проводим в школах. У нас имеются карточки, данные, то есть прививочные детей. Значит, мы обзваниваем вначале родителей, говорим, какая вакцина нужна ребенку, и уже мы получаем вакцину в санэпидстанции. Доверенность, требования, все заполняем с печатью, мы получаем там. В холодильнике с холодовыми элементами мы получаем. Сразу же мы уже начинаем прививать детей, и с отчетами все, что мы сделали, отдаем санэпидстанции и детской поликлинике. А как родители относятся к вакцинации? По-разному относятся, но потому что дезинформация присутствует все равно у родителей. Больше такой негативной информации, чем положительной. Вот. Но есть и отказники, есть медотводники, а остальные делают все прекрасно. Это все фиксируется, да, все в журналах имеется. Те, которые отказники, мы им даем специально, имеются бланки, где они заполняют, от какой-либо они отказываются прививки, может от одной, бывает, что они именно от одной прививки отказываются, остальные там делают, да, или полностью отказ от всех прививок. Это все заполняется и лежат все в школе, документы все там лежат. Медработники тщательно записывают статистические данные, согласно которым на сегодняшний день в селе проживает 5 человек с онкологическими заболеваниями, 34 инвалида. Все они на учете в соответствующих центрах, но и работники ФАПа ведут постоянное наблюдение пациентов. Далее село Лохна. Сегодня здесь 1089 хозяйств. Это 6800 человек. Из них дети 1364 человека. ФАП расположен в здании администрации села. Обслуживают сельчан 3 медсестры: Хатуна Арчелия, Наталья Бегвава и Юлия Хупория. Все они с большим опытом. Во время пандемии работали в Гудаутском ковид-госпитале. Они приходят в основном со своим назначением. Доктора назначают, они если приходят, но у нас нет таких условий, что мы могли здесь прокапать зимой. У нас очень холодно здесь. А так мы в основном ездим на дом и дома мы капаем. Оказываем им помощь. А так, если кто-то придет с высокое давление, у нас есть препараты, мы можем оказать первую помощь. 180 детишек с 0 до 6, у кого нет прививки. Мы в среду следующую пригласили педиатра к нам. Она придет. Мы всем детишкам позвонили, предупредили, что у нас придет педиатр, что будут вакцинировать. Есть такие люди, у кому тяжело, например, выехать в город, и за это мы решили сделать удобство им. И они придут, ждем мы их. Плановые прививки КПК, кор, коклюш, паротит. И вот они как-то обязывают насильно кому-то делать. Мы не можем, мы их предупреждаем, объясняем, что это надо сделать. И есть, многие согласились, и они придут. Отдельно у нас есть список онкологических, туберкулезных, у нас отдельно есть. У нас есть отдельные журналы для беременных, мы звоним им, спрашиваем, как они себя чувствуют. Мы им объясняем, когда им надо ходить, например, на УЗИ, на анализы сдавать.
Необходимыми лекарствами их снабжает Гудаутская ЦРБ. Администрация села тоже оказывает посильную помощь. Не без трудностей, конечно, но медсестры выполняют свой профессиональный долг. С начала года в селе 7 новорожденных. На данный момент 7 женщин готовятся стать матерями. Есть и список долгожителей. В нем 16 человек. Подобный медпункт необходим, говорят жители села, ведь не у всех есть автотранспорт, а помощь иногда нужна срочно. Необходимы, конечно, потому что здесь люди многие обращаются. Кто-то капельницу хочет сделать. Детей смотрят обязательно. Ну, если они здесь рядом расположены, им и удобно будет больше общаться с детьми, заходить в школы, смотреть, ну и заниматься вакцинацией, как положено. Самый первый пришел вакцинироваться, грипп избежал полностью. Советую всем вакцинироваться в положенное время, дабы избежать заражения там других людей. Но вы вообще часто обращаетесь к врачам, обследуете себя в виде, когда ничего не беспокоит, в виде профилактики? Ну, вообще полгода раз желательно всем, наверное, обследоваться. Желательно, да. Вы обследуетесь? Конечно, да, сдаем кровь. Ковидом болели вы? В легкой форме. Конечно, подмога. Во-первых, здесь школа, учителя, вокруг населенный пункт. Конечно, помогают людям. Есть, которые не знают, что сегодня можно сюда прийти, ту же капельницу сделать. Ну, потихоньку приходят, девочки работают, на рабочем месте находятся посменно. А так, что им надо, там в своем кабинете вроде все имеют. Когда Лахнаште было, мне плохо стало, да, они помогли. Там таблетки дали, померили, потом, правда, в больницу повезли. يجي جيرانشك حجزر جسك حجزر جر تشيما زرك في كبارة حزاجي زجي رخ كان تقول زاشك وزلا أول هراح خد من بونك تبريا يعرفني حمو بتبحث بزيك بخيك إني تكا يتوكو وسروت خشلو بخشلو شو أكزح شو حازم أقبرز تخو أقبريوت أخشز تخو أخشي درجوت هاي تخو حازم أقلح شو حازم يشن يمسم شو بسخطوه سرو خنيجي بش نوس قبزيرة وسكر شرقام توما حكيم مو حكيم تشوس للصوت سامل سراس بسنزنك обследование الصوت ساك شوت كراسندر صوت أبقرة بجسمه سبقوب أقلاب جسمه بشكو أخا مش قصة خشاش مجلس. Затем мы направились в соседнее село Дурипш. Здесь 1129 человек взрослого населения, детского 329. ФАП расположен в здании администрации. Здесь также работают 3 медсестры. Работы у них хватает. Заведующая учебной частью Дурипшской школы Карина Рабая во время урока почувствовала недомогание. Дождавшись перемены, она быстро забежала в медпункт померить давление и сообщить медсестрам, что ей назначили капельницы, ведь сахар в ее крови повышен. Как выяснилось, у нее повысилось давление, перенервничала немного. Медсестры дали ей лекарства и успокоили ее. وخيطام يخيطام عابخير كنرو جرا ج خوجك يقوي لكشام يجيما رابخيت بيتخر على قصة دروب حزك قوة دروب عبتنا كلك خروب جبال جوي كيلومتر حبجوب واو تسانز إيش مزخيز يتو خوجك تكوب نصوصي
Ҳқыҭаҿы иатәуп, иаҭахуп, хымԥада қыҭацәԥхьаӡа иҟазоуп арҩыза афабқәа ҳәа усоуп сгәаанагара. Сара нас шьақар-чымазара захьӡу сымоуп. Аибашьраан ҩыџьа сашьцәа ҭахеит, ԥшьы ҳара ҳхьышьҭраҿы иҟаӡам уаҩыза ачымазара. Аха нервоуп зегь ҟазҵо ҳамҳәои. Исфымзар аса сааиуеит акапельницақәа жәаба рҿынӡа исзыҟарҵоит, ашьақәыӷәӷәара шәатәым игәарҭоит, арҭ ахәыҷқәа аметр хазгахьеит Вика, Саида, Сисаги дареи сареи ҳаидҳәылоуп. Таких, как Карина Рабаева, в пункт заходит по несколько человек в день. У многих скачет давление, говорят медсестры. Они предполагают, что это постковидный синдром и призывают пациентов не игнорировать симптомы. Стоит отметить, что наряду со старшим поколением и молодые стали жаловаться на здоровье. Конечно же, после ковида у многих есть свои какие-то болячки, да, появляются после ковида. И многие обращаются, многие уже знают, что мы здесь работаем, получая назначение, они приходят к нам. Обратно-таки с врачами связи имеют они, потом только к нам. Большое спасибо, можно сказать, Инге Викторовне. Под ее чутким, как сказано, да, руководством у нас работа налажена. Вот мы очень ее все любим, наверное, Ангелину Тенгизовну. Вот когда экстренный случай, сразу же мы ей звоним, она, конечно же, всегда отвечает, вот это ни день, ни ночь, разницы нету, всегда ответит, и так вот, не знаю, всегда направит нас. В неделю раза 2 проверяем гигиену детей и делаем прививки. Вот школьный возраст с 6 лет, вот до 17 лет мы им делаем прививки. К сожалению, сейчас с прививками дело обстоят не очень хорошо, потому что родители у нас многие отказников. Ну, это получается, у нас пошла такая проблема после ковида. Вот так. А так, по деревне мы обслуживаем взрослое население, приходят сюда, к нам, со своими назначениями. Естественно, они получают назначение от врача, и мы их здесь капаем. По словам сотрудников пункта, у них 2 главные проблемы. Нет холодильника для хранения лекарственных препаратов и воды в помещении. Надежду в решении этих вопросов они возлагают на администрацию села, которая и так оказывает посильную помощь. Заработная плата у сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов небольшая, но любовь к профессии важнее, говорят они. Те больные, которые не могут прийти к нам сюда, мы выезжаем к ним домой. Ну, иногда своими силами, иногда они нас забирают, нас специального транспорта нету. Дома их обслуживаем. В основном там пенсионеры, у кого давление, у кого сердце болит, у кого сахар. Чтобы не мучать их, мы на дому их капаем, мы обязаны это делать. И к нам тоже обращаются очень многие. С назначениями приходят от врача, естественно. 17 у нас долгожителей. Ну, иногда мы их тоже капаем по назначению. А как они себя чувствуют? Как они вообще? Хорошая форма? Ну, кто как, кто лежит, кто может еще себя обслужить по-разному. У нас на данном момент 3 беременных, 3 новорожденных. Мы держим с ними связь, когда им надо прививать ребенка, когда надо обратиться в поликлинику. С 0 до 6 мы не прививаем детей. Этим занимается детская поликлиника. У нас с 6 и до 17 лет школьный возраст только прививаем. Если Минздрав страны запланирует провести полную диспансеризацию населения, то у нас готовы необходимые статистические данные, и мы сможем оказать посильную помощь, говорят медсестры. В данный момент к ним по своей инициативе приезжает офтальмолог из Сухума. Они помогают врачу в проведении осмотра населения. Медсестры призывают и других врачей последовать этому примеру. Ковия Анна Вадимовна. Она офтальмолог, главврач клиники Абла. Она приезжает каждое воскресенье, принимает население. Мы делаем объявление, она принимает население. И, конечно же, жители села приходят с удовольствием. Она принимает совершенно бесплатно своих пациентов. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вот таких врачей было побольше.
Медпункт в селе для жителей большая подмога, ведь до городской больницы ехать несколько километров. خواب چرخواه نواگیم здесь капельница куна орзугоб тарихаду. Муша бизги бра глазной врачки да завод. Дар убриги хахот катакоги бастрып хот. Алоку галто дагиуд убриги дари хахот бра катер. Хацнал гзумаха ремонтла харцхрав. Лехва перзахцой, отзырыматься. Ашлам куя дахко гирзарги даха хя ахзару. Цара ахзар захуд излахалшу. Абри ахохзырты зусту сыздыру махадара ятуна япширгит. Хажлар дара ирухот яхваб агорода чусына ушухтна капельница хшука зихони ярана города чхсахет ирасырги. Еха хахочка хтасача ибзини маншалана абри япшиз газдари табуб сейрасхот ициги алшара курава дизиги цхура арарава условий курзыгырзат حازق حاضر زوب حازق حقويا خود دررد جامعة الزام. فراوك شنيلو شرط سالا. سرجس نيلو تجباجت حربلوت عينو هنرب خو جباب راح ناو جباب. Все сотрудники ФАПов ежемесячно отчитываются в санэпидемстанции о проделанной работе, предоставляют статистику. Затем эти данные отправляются в Минздрав Республики. Учитывая, что ковид нанес непоправимый ущерб здоровью нашего населения, те данные, которые нам собирают ФАПы на местах, помогают выявить полную картину, говорит главный санитарный врач Гудаутского района. Здесь первичная информация о санитарном состоянии населения, рождаемость, смертность и состояние здоровья людей. Больше оснащения. Хотелось бы, чтобы... Хотя, в принципе, вот, знаете, нам неправительственные организации, международные ЮНИСЕФ, да, тоже очень помогали по оснащению, обучению, тренинги проводили. И я считаю, что на данном уровне, на данном этапе они выполняют свои функции. Они же работают, они же параллельно, вы же понимаете, что это оклады, это все заодно с зарплатами, но 14 тысяч, если там, где один человек в семье работает, 5-6 человек, они еще где-то должны работать по уровню квалификации, оказания помощи, я ничего не могу сказать. А если было бы у них, вы знаете, вот оснащение, то есть помещение свое было бы, да, хотя бы 2 кабинета. Один процедурный, один осмотр, да. Вот уже мы могли бы требовать, чтобы туда выезжали врачебные бригады. Но раньше у нас даже было, если у нас не хватает невропатологов, то уже главных специалистов в Сухуми привлекали и проводили более углубленные осмотры населения. Я на сегодняшний день довольна их работой, потому что, да, конечно, с каждым днем там где-то что-то мы требуем. У нас планка должна повышаться, уровень планки, но я на сегодняшний день довольна. Девочки, я ничего не могу сказать, молодцы. Во время ковида вообще все встали рядом, и все было, все, в общем, команда была. Это когда команда работает, это уже нормально, и все, вот вся информация. У нас группа в телефоне, какая-то информация нужна, и быстро вот скинули. Инга Чанба утверждает, что состояние здоровья жителей района неудовлетворительное. Средняя продолжительность жизни сократилась, упала рождаемость. Все это последствия неправильного образа жизни, постковидный синдром и отсутствие своевременного медицинского осмотра. В данный момент нет возможности провести диспансеризацию населения. В районе существует проблема медицинских кадров и сложности в организации лабораторной службы. Удручает и тот факт, что среди населения сильны антипрививочные настроения. Многие родители отказываются прививать своих детей по непонятным причинам против кори, паротита, а также краснухи. Тогда как по стандартам ВОЗ вакцина против КПК эффективно обеспечивает защиту от всех 3 инфекций. Лица, получившие данную вакцину, к примеру, в США, считаются защищенными на всю жизнь. Но многие у нас в стране не хотят следовать рекомендациям врачей. А ведь много смертей можно было избежать в ковидные времена, если бы люди соблюдали бы установленные ограничения. Нельзя пренебрегать своей жизнью и чужой. Поэтому необходимо усиливать работу с населением, считает Инга Чанба. Сейчас такое время, это век инфекционных заболеваний. Вы знаете все, что очень много бактериологических лабораторий.
и наших друзей в кавычках, и в Украине 18 особо опасных инфекций и 18 лабораторий. Это значит, на каждый вид работает лаборатория отдельно сама. Поэтому, что бы хотелось бы обратиться, беречь себя, меньше контактировать. Заболел, даже тем же ОРЗ, да, тот же грипп, все, сидеть дома в изоляции. Бережно относиться к здоровью. Когда с мамами говоришь, это, ну и сейчас и мамы такие, очень сложно с ними разговаривать, молодые мамы. Вот не хочу делать перевакцинацию, и все. А почему? Не знаю, откуда вакцина пришла. Так, теперь скажите, а когда вы кормите своих детей, вот беря все в магазинах, в вот этих супермаркетах, мини-маркетах, магнитах, а вы уверены, что там, из чего и где это сделано? Вот почему, вот понимаете, такое одностороннее. Я хостсадзом и все, не хочу делать. Зато с воинской части, у нас тут 7-я военная база, они с удовольствием идут, потому что там стоит вот эта вакцина, она 5-компонентная, она стоит 5000. В России стоит. Мы делаем это бесплатно. Одно время было то, что значит мы не доверяем, что через территорию идет. Но мы тоже имеем чувство патриотизма. Мы были такие вакцины с определенных стран, от которых мы отказались. Потому что я знаю, кто бренды, да, те, которые вот эти вот вакцины выпускают, и уже проверенные, да. А те, которые не знали, мы две, вот индийская и чешская, мы не запустили сюда эту вакцину. Потом эту вакцину партию отправляли в Ростов на проверку. В принципе, никаких вопросов не было. И все. Но то что? Дети сейчас другие. Иммунная система детей слабая. Вот над чем мы должны думать. И те дети, образ питания, как они кушают, что они кушают. Вот за счет этого и бывают осложнения. Вот за счет того, что у нас иммунная система детей слабая, как мы кормим детей, чем мы кормим, это очень немаловажный фактор. Интернет, это нужно там тоже фильтровать. Там может врач квалифицированный. Вот иногда я читаю, такие глупости пишут, что якобы развивается онкология от вакцинации. Но, товарищи, извините меня, мы же не все, не враги же своим людям. И поэтому, конечно, в основном вот эти вот данные, они апеллируют этими данными. Конечно, обязательно нужно детям, вот сейчас вот если будет корь, это уже сложно будет. Сложности будут в этом, и поэтому, конечно, люди должны заботиться о своем здоровье, избегать места массового скопления во время каких-то подъема инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРЗ там, и так далее. Сейчас банальный грипп может вообще массу осложнений оставить. Специалисты обращаются ко всем, в первую очередь к родителям, с просьбой контролировать питание детей, ведь именно в детском возрасте закладывается иммунная система, которая в дальнейшем будет определять состояние здоровья человека. Здоровье – это бесценный дар. Задача каждого – беречь его. И это в первую очередь зависит от самого человека. Не забывайте об этом, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!